Съемки операторов Крылова и Шнейдерова в деревне Сосино. Деревня была подожжена отступавшими немецкими войсками. В подвале этого дома, охваченного пожаром, немцы заперли 3 крестьянские семьи. Женщины и дети погибли мучительной смертью, задохнувшись в дыму. Среди удушенных мать, сестра и брат Вани Козырева. Сам он спасся, убежав в лес. Семья профессора Рождественского, зверски замученная только потому, что кто-то выстрелил возле их дома. Тринадцатилетний мальчик Головлев, застреленный немецким офицером за то, что не отдал ему своего любимого голубя. Жена инженера завода «Красный Дон» Гордеева, изнасилованная и застреленная немцами. Безутешно горе этих женщин. Фашистские подлецы зверски избили и расстреляли их родных, шофера Долбилова и его племянника Крюкова. Тысячи жителей Ростова, женщины, дети, старики пали жертвами дикого насилия и произвола. Высохнут слезы, утихнет боль и горе, но никогда, никогда в наших сердцах не погаснет ненависть. Великая, священная ненависть к убийцам и палачам. Ростовский вокзал. Кровавые злодеяния совершили здесь фашистские звери. Они истерзали и добили попавших в их руки раненых красноармейцев. Они пытали и мучили пленных бойцов. Не забудем, не простим. Мы отомстим, отомстим за все. Освобождалась родная земля, освобождались из фашистской неволи советские люди. 14 марта 1944 года бойцы Красной Армии перехватили эшелон, в котором немцы увозили этих людей в лагерь на Полесском болоте возле местечка Азаричи, в лагерь смерти. Когда справедливый суд народов предъявит фашистским главарям свои обвинения, в этом мрачном списке злодеяний прочтут судьи и об этом лагере смерти, о заранее обдуманном и тщательно разработанном плане уничтожения белорусского народа. Прочтут о том, как морили детей наших голодом, горьких сирот, как мучили и убивали советских людей, как умирали здесь белорусы. Не забудьте тогда, граждане судьи, позвать этих свидетелей. Позовите Галину Игнатьевну Гавриленко, или Петра Гарташкина, и Людмилу Пекарскую из города Жлобина. Они расскажут вам, что видели в этом немецком лагере. Позовите и этих, замученных и покалеченных. Ничего не спрашивайте у них, а только глядите, глядите на них. И помните, судьи, таких было 33 тысячи. Это только тех, что спасла Красная Армия из одного полесского лагеря.